Добро пожаловать в новый день. На часах 7 часов. Значит, пора настраиваться на главный национальный канал и встречать утро вместе с нами. В студии дежурного эфира Катерина Винокурова. Сегодня вторник, 1 октября. И первый день нового месяца подарил нам сразу несколько праздников. Так, сегодня отмечается Международный день музыки. Вовсе не обязательно быть профессиональным музыкантом, дирижером или иметь прямое отношение к музыке, чтобы просто наслаждаться замечательными творениями в этот праздник. Праздничная программа в этот день обычно очень обширная, насыщенная, поэтому обязательно насладитесь музыкальными творениями сегодня. Также сегодня отмечается Международный день пожилых людей с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста. Очень важно, чтобы люди сегодня жили не только дольше, но и чтобы их жизнь была более качественной, разнообразной и полноценной. А также ежегодно 1 октября мировое сообщество отмечает Всемирный день вегетарианства. Согласно статистическим данным, на сегодняшний день в мире насчитывается почти 1 миллиард людей, которые придерживаются принципов вегетарианства. То есть от мясоедения осознанно отказались примерно 10-11 жителей планеты нашей, считая, что тем самым они обретают не только здоровье, но и душевный покой. А День сухопутных войск отмечают сегодня в России. Сухопутные войска России – самый многочисленный по боевому составу вид вооруженных сил Российской Федерации. Мы вас поздравляем с профессиональным праздником. Ну а если ваш день сегодня начинается с кофе, то вы на правильном пути. Сегодня в австрийской столице, городе Вене, отмечают День кофе. Это не только удивительный, это не удивительно, поскольку кофе по-венски – это знаменитый, изысканный напиток и настоящий бренд. Вот такими знаковыми событиями запомнится нам 1 октября. А теперь давайте знакомиться со свежим прогнозом погоды. Сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила -1, -6 градусов. Днем ожидается +11, +12. В Заречных утром 0, -5 градусов, днем до +8, +10 градусов. В Южных +2, 0 градусов, а днем +14, +15. В Вилюйских -5, +1 утром, днем +8, +9. В Нижнеленских 1, 0 градусов, днем +2, +9. В Западных +1, +5 утром, днем +8, +13. В Колыме-Эндигирских от -4 до +2 утром, днем 0, +4. В Янских -8, +1 утром, днем -2, местами +6 градусов. На северо-западе 0, +2, днем +3, +4 градуса. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила -1 градус, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, ветер западный 4,9 метров в секунду. А днем в городе Якутске ожидается +2, +4 градуса. Ну а далее я передаю слово своим коллегам из информационной службы. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. В эфире новости и самые заметные события к началу этого дня. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Начнем с того, какие документы сегодня вступают в силу. Итак, сотрудникам федеральных бюджетных организаций, которые не попали в майские указы президента, с сегодняшнего дня поднимут зарплату на 4,3%. Банки тем временем будут брать новую комиссию с торгово-сервисных предприятий через систему быстрых платежей, включая оплату услуг медицинских и образовательных учреждений, оплату услуг ЖКХ, телекоммуникаций и так далее. Максимальный размер комиссии для них составляет 0,4% от суммы платежа, для остальных 0,7%.
Кредитные организации начнут оценивать степень закредитованности потенциального клиента. Будут применять показатель долговой нагрузки. Кроме того, увеличивается налог на пальмовое масло. Запрещены хостелы в жилых квартирах, и размер ущерба в Европротоколе при ДТП увеличен до 400 тысяч рублей. А через 2 недели, 14 октября, полностью завершается переход на цифровое телевидение. Оно будет подключено в 21 регионе, в том числе в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калужской областях. Вещание в прежнем режиме продолжат региональные телеканалы и каналы, не вошедшие в состав мультиплексов. На этой неделе работы по асфальтированию дорог в Якутске должны быть завершены. Такое поручение дорожникам дал первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников. В рамках очередного собрания оперативного штаба по вопросам реализации национального проекта «Безопасные дороги» он отметил, что сроки поджимают. В выходные ожидаются осадки в виде снега. А вот работы по благоустройству продолжатся и в октябре. Это установка уличного освещения, бордюров, лотков и перенос светофоров. Обещают до 4 числа по Январскому шоссе асфальтирование завершить. У Дориса еще есть улица Пилотов, там 400 метров асфальт еще не ложили. Переключение будут делать по электричеству в среду. Подготовят дорожное полотно, и там тоже будут асфальтировать. И улица Жарницкого, там небольшой участок, есть 20 метров, но он связан с тем, что необходимо установить светофор, перенести светофор. Городу поручено в течение 2 дней этот вопрос решить, и, соответственно, планируем, что к концу недели Жарницкого будет открыто. Региональное отделение Всесоюзного общества филателистов, коллекционеров марок отмечает 55-летие. Якутский союз входит в число 6 лучших союзов России. За последние 5 лет проведено более 30 выставок в столице Якутии. Наша съемочная группа встретилась с секретарем правления филателистов Якутии. Он владеет редкими раритетами, огромной коллекцией марок и почтовых конвертов. У меня очень большая экспозиция тематическая собаки марок мира. Значит, всего существует более 400 пород собак. И вот они практически все, вот эти породы собак, служебные и так далее, маленькие собаки, большие, они у меня есть на марках. Где-то порядка, я собрал 10 тысяч марок только с изображением собак. Также у меня присутствуют, значит, кошачьи. Большая хронология марок России и Советского Союза. Вот у меня коллекция конвертов занимает огромный большой книжный шкаф. Только одних конвертов. Представляете? Это какой огромный объем. Здесь дело упирается в объем. А хор филармонии Якутии удивил жителей столицы. В одном из торговых центров Якутска прошел флешмоб. Хористы исполнили русскую народную песню «Вдоль по Питерской» и грузинскую народную «Далури». Выступлением они напомнили о своем профессиональном празднике – Международном дне музыки. Также хор филармонии приглашает на большой концерт в Якутском музыкальном колледже при участии поющих коллективов. Концерт пройдет в рамках глобального проекта «Музыка для всех». Я думаю, что, наверное, нет в жизни человека, который не любит музыку, потому что она включает разные жанры, и каждый человек все-таки себя, наверное, свою душу находит в определенном. Кто-то любит рок, кто-то любит классику, кто-то джаз любит. Все равно, наверное, найдется любой человек, который какое-то направление музыки любит. Из 100%, наверное, 99 точно поют. Неважно, как поют. В караоке очень много людей поет, да, душа просит и поет, и поэтому мы решили спеть, даже не сыграть, да, на каких-то инструментах, а именно спеть, чтобы как бы ближе быть к людям, ближе к народу и напомнить об этом замечательном празднике, который будет завтра. На этом у нас пока вся информация. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Спасибо коллегам. А мы продолжаем. Каким должно быть утро, чтобы оно было добрым? На этот вопрос рассуждают юные эксперты. Ученики 2 класса Национальной гимназии. На очереди наша новая рубрика «Детский взгляд». Когда солнышко светит, когда ты добрый, когда ты не хочешь, хочешь идти в школу, зубы чистить, а потом кушать и одеваться, идти в школу или на работу. Когда ты хорошо и идешь в школу, никто никого не обижает.
Я по утрам сначала просыпаюсь и потом буду кушать. Ты должен быть радостным, родители радостным тоже, чтобы пятерки получил, чтобы радостно было. На утро должна быть очень хорошее счастье. И утро должна быть очень хорошей. Надо делать зарядку для головы, для шеи, для ног, для рук. Сначала надо проснуться, потом надо умыться, потом покушать. Когда ты встаешь, моешься, одеваешься, кушаешь и идешь в школу. Хорошая, радостная, чтобы не ленились вставать. Спасибо учащимся гимназии. Мы продолжаем. Тема переработки пластика сегодня достаточно актуальна. В наше время можно заняться переработкой даже в домашних условиях. Подробности в нашем следующем материале. Сегодня мы поговорим о пластике, о том, как ее переработать в домашних условиях, придать нужную форму для какой-нибудь детали. Для начала вам нужно найти значок индустриального стандарта SPI с обозначением в 2 треугольники. Этот значок может быть как и на самом пластике, так и на упаковке. Также могут встречаться обозначения 0,2 и надпись HDPE. Настоятельно советую не использовать пластик без обозначения или с другой маркировкой. Во-первых, пластик с другой маркировкой просто испортит состав или сделает его неоднородным. Во-вторых, пластик, сделанный неизвестно из чего, может выделять вредные для организма вещества при воздействии температуры. Так что желательно искать пластик именно с той маркировкой. Пластик переходит в пластичное состояние при 180 градусах. Предварительно его желательно измельчить. Во-первых, больше пластика влезет в форму, во-вторых, будет более однородная структура. Затем его нужно поставить в духовку и выдержать в зависимости от объемов от 15 минут до часа. Для наглядности мы используем строительный фен. Но для объемов, чем пара крышек, он, конечно, не пойдет. Если придерживаться температурных режимов, пластик легко оседает, он может прилипать и тянуться, но все же останется пластичным. До состояния жидкости он не доходит. При этом происходит значительная усадка, так что это стоит учитывать. Даже при такой толщине он достаточно твердый и прочный. Вся суть переработки заключается в том, чтобы сильнее перекрутить, перемешать пластик для придания лучших механических характеристик. При переработке отдельные куски друг другу не растворяются. Также надо сказать, что после переплавки потеки легко отодрать от металлических или керамических форм, но все же форму лучше застелить обычной калькой. На этом ролике показано, как возможно отформовать вот такую ручку для шляпки болта для одной затеи. Получается достаточно надежно и не разваливается. И вот такой небольшой вкладыш в ножны. Осталось паять паяльником стыки и готово. Так что не спешите выкидывать пластик, возможно, он вам еще пригодится. Читал Максим Гоголев. Бумажный СНИЛС заменил электронный документ. В силу вступило постановление правления Пенсионного фонда России об утверждении новой формы свидетельства обязательного пенсионного страхования. А теперь вместо карточки СНИЛС с номером индивидуального лицевого счета работнику нужно предоставить электронный документ. Его роль выполняет уведомление из Пенсионного фонда России. Страховое свидетельство, согласно утвержденному порядку, больше не подлежит восстановлению и обмену. Вместо него застрахованные лица будут получать уведомления нового образца. Стандартные зеленые бумажки карточки СНИЛС перестали выдавать в апреле этого года. Их заменил электронный документ. Данные о своем страховом номере индивидуального лицевого счета можно получить в качестве уведомления из Пенсионного фонда. В нем указаны те же данные, что и в карточке СНИЛС: фамилия, имя, отчество работника, страховой номер, дата и место рождения, пол, а также дата регистрации в системе индивидуального учета. Обратиться за уведомлением можно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг и через территориальный орган Пенсионного фонда, а также в многофункциональные центры.
А ранее полученные бумажные карточки СНИЛС сохраняют свою силу и обменивать их не надо. Всего, по данным Пенсионного фонда, на начало 2019 года общее число застрахованных достигло 155 миллионов человек. А с 2021 года планируется начать перевод россиян с бумажных на электронные паспорта. Планируется, что электронный паспорт обеспечит гражданам доступ ко всем госреестрам и госуслугам. А выглядеть он будет как пластиковая карта с чипом. Ну, напомним, что сегодня день особого внимания к пожилым людям, которые по праву называют день этот по праву называют Днем доброты и уважения. Как интересно начался День пожилых людей в Республиканском комплексном центре социального обслуживания. С самого центра прямо сейчас с нами на прямой связи мой коллега Максим Гоголев. Максим. Здравствуйте, наша дорогая республика. Поздравляю всех пожилых с этим днем. А мы находимся в Республиканском комплексном центре социального обслуживания. И с нами Ирина Станиславовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Как начинается утро социального работника? Утро социального работника начинается с подготовительного уточнения плана работы на день. Утром они приходят в комплексный центр, отмечаются, ставят в известность, каким клиентам, получателям социальных услуг они должны обойти. Примерный план намеченных услуг они выполняют. На самом деле рабочий день у них начинается очень рано, заканчиваться может допоздна. Все зависит от объема и желания получателей социальных услуг. Ирина Станиславовна, мы стоим рядом со стендом. Это видные деятели, а постояльцы... Постояльцы, жители, да, это постояльцы, ветераны тыла, участники ВОВ, проживающие в спецдоме. Покажите, пожалуйста, вот мы стоим в коридоре этого центра. Давайте посмотрим еще, что есть у вас интересного. У нас в меню пожилых организована фотовыставка «Как молоды мы были». Вот сейчас... Давайте пройдемте прямо туда. Расскажите, пожалуйста, сколько пожилых людей требуют сейчас, получают ваши услуги? У нас существует 5 отделений. 4 отделения социального обслуживания на дому и 1 специализированное медицинское отделение. И у нас в городе Якутске более 700 получателей социальных услуг, которые получают на дому. А вы, какое направление вы обладаете? Где работаете? Мы работаем непосредственно с получателями социальных услуг, которым оказываем на дому услуги, как это социальные, бытовые, психологические, помощь медицинские, правовые, коммуникативные и трудовые у нас услуги оказываются в нашем центре. На самом деле специальность социального работника очень многогранна. Он и швея, и повар, и юрист, и психолог. Должен обладать такими качествами социальный работник. В случае, если пожилому человеку требуется, как вам попасть? У нас подаются заявки, обычно нам обращаются специалисты управы, соседи, они обращаются к нам в срочный отдел, подается заявка, выезжают специалисты по данному адресу, собирают пакет документов, оформляют там паспорт, СНИЛС, полис, медсправка о нуждаемости. Весь этот пакет документов поступает в УСЗН, и на комиссии там принимают решение, годен получатель социальный, нуждается ли получатель социальных услуг в наших услугах или нет. Ну, как правило, это 100% нуждаемость. А сегодня какие мероприятия намечаются?
Ну, сегодня День пожилых у нас в центре. Мы выступаем волонтерами в театре оперы и балета. Вот я непосредственно тоже участвую, помогать будем раздевать, одевать этих, сопровождать людей, рассаживать в зале. Праздничное мероприятие. Может подойти любой человек. Да. И вообще у нас идет декада пожилых, и у нас вот проводится вот фотовыставка. Вот у нас вывешены стенды фотовыставки, рубрика «Как молоды мы были». 3 числа у нас будет мероприятие здесь, ярмарка здоровья, и отделение социального обслуживания на дому будет проводить ярмарка «Дары осени». То есть это силами соцработников, заведующих, администрации РКСЦО. Все вместе мы участвуем, и у нас 4 октября будет проводиться чаепитие для пожилых, которые принимали участие, там в сборнике воспоминаний публиковались, и для них будет творческий вечер. Расскажите, пожалуйста, как проходит день у пожилых людей, ваших постояльцев? Возможно, что-нибудь. Ну, здесь у нас, конечно, немножко социальный работник, когда приходит, они выявляют способности получателя социальных услуг, к чему он склонен. Сейчас очень стало у нас востребована такая услуга, как освоение смартфонов, телефонов и компьютерной грамотности. Все это на дому стараются проводить, чтобы человек не чувствовал себя обездоленным, учат его через госуслуги, сидя с телефона, это оформлять все, что им надо, пользоваться услугами. Еще раз, в городе и сколько сейчас пожилых? У нас в городе, которых на обслуживании, более 700 человек. Хорошо. Ну и вот давайте посмотрим, может быть, конкретно вы расскажете про кого-нибудь, кто вам запомнился, кого вы знаете. Тут у нас это получатели социальных услуг 5 отделений, да. Сейчас я могу своих найти. Не вижу. Ну, у меня здесь есть супружеская пара. Так, и найти их, куда их повешали. Супружеская пара, Готовцева Мария Иннокентьевна и Иннокентий Иннокентьевич. Ну что ж, мы поздравляем эту супружескую пару, да и всех пожилых с этим прекрасным днем. Я вам желаю отличного утра. Катя. Спасибо, Максим. Катерина. Напомню, с нами на прямой связи с Пушкина 31 был наш корреспондент Максим Гоголев. Ну а мы продолжаем. С самого детства родители прививают нам множество хороших привычек. Это чистить зубы по утрам, делать зарядку, сидеть прямо и многое-многое другое. Со временем мы растем и приобретаем свои хорошие привычки. Заниматься спортом, допустим, правильно питаться, вовремя питаться и уделять время своим родным и близким. Но крайне редко нам призывают азы финансовой грамотности, о роли денег, правилах их расходования и накопления. Как же сформировать в себе эту хорошую привычку, научиться копить деньги? Советами сегодня с нами поделится наша гостья. Рада представить руководителя по рекламе кредитного потребительского кооператива «Аргос Кредит» Любовь Амосову. Любовь, доброе утро. Доброе утро. Ну, так как же научиться вырабатывать, в себе эту привычку? С чего начинать копить? Начнем с того, что у каждого человека есть мечта. Например, у вас есть, мечта? Ну, конечно, да, есть, ближайшая, у каждого человека. да. У любого человека есть мечта, и у любой мечты есть срок. Будь это покупка машины, покупка квартиры, покупка шубы, поездка на море, покупка земельного участка и так далее, на все это можно поставить срок. Да? То есть мы знаем свою мечту, мы знаем свой срок, а вторым делом мы начинаем вести свой учет расходов и доходов. Да? То есть это очень просто. Берем лист бумаги и ручку и начинаем писать. Да? То есть свой ежемесячный доход у меня какой, моей семьи какой. Да? То есть включаем туда заработную плату, также
у людей есть разные доходы. То есть это, возможно, кто-то печет торты, кто-то делает ресницы, кто-то арендует квартиру, да, все это. Также социальные всякие выплаты, детские пособия и так далее, все это у нас входит в доход. Далее мы расписываем обязательные ежемесячные расходы. То есть это выплаты по жилищно-коммунальным услугам, да, выплаты по, насчет проезда, транспорта, питания, продуктового магазина, там, покупка одежды, перекусы, обеды в кафе и так далее, да. Все это у нас входит в расход. Также не забываем там вписывать развлечения, да, то есть походы в кино, в рестораны, кафе, встречи с подругами и так далее. Все это расписали. Очень просто все вычитываем, да, свои расходы от доходов. И у нас в лучшем случае должна оставаться сумма какая-то. Потом смотрим. То есть у меня на данный момент, если я сейчас сижу и расписала вот все эти расходы и доходы сентября, и у меня сейчас, если на руках, либо на карте такая сумма, которая остается, да, если есть действительно, то это очень хорошо. Если нет, то значит эта сумма у нас, к сожалению, утекает сквозь пальцы, да, просто на мелкие какие-то расходы. Это покупка там батончика в магазине, кофе по дороге, там лишние проезды на такси и так далее, да. Вот чаще всего, больше всего, именно больше всего денег тратится вот на такие мелкие, когда человек не замечает просто картой либо телефоном расплачивается, да, в магазине и как бы сам не ощущает того, что он тратит, да, много. Вот. И вот мы в нашем кооперативе, да, если люди к нам подходят с просьбой такой, как мне научиться копить, как мне вот вообще учиться считать свои расходы и доходы, да, мы их учим, прям сидим с ними и расписываем на бумаге, да, у нас есть именно такой специально разработанный финансовый планер, там сидим и считаем. Если, вот я сказала, если сумма такая не остается, то надо начать, не унываем, заново считаем. Вот как раз сегодня 1 октября, начало нового месяца. Советую всем сегодня начать... Почему бы и не начать новую жизнь, да? Да, вести как раз сегодняшнего дня свои расходы. Просто пишем в заметках на телефоне вот все, что мы потратили, да, вплоть до покупки жвачки, вплоть до проезда в автобусе, прям все. И в конце месяца самое увлекательное — это считать, да, все свои расходы и прям зрительно смотреть, на куда я потратила, да. Это бывает такое, что человек уверен, что он тратит в месяц на продукты столько, а на самом деле, намного больше, да. Например, на походы в ресторан, либо на красоту, да, на себе, например, тоже, если человек думает столько, то иногда бывает, что много на самом деле тратит. Вот. Ну как так получается, вот очень часто я замечаю даже за собой, да, что вот очень часто ухожу в минус. Получается, у меня расходы превышают вообще мой доход, да? Да. Как так происходит? Вот, если вы, наблюдаете, да, за собой, в своих финансах такое, если уходите в минус, то надо прям, вот, как я сказала, пишем свои расходы за месяц и смотрим, какие у нас есть ненужные расходы. То есть я вижу то, что в принципе я могу отказаться от кофе в месяц, да, в принципе я могу отказаться там от 2-3 поездок на такси, в принципе там я могу носить обед с собой на работу с дома, да. Вообще вот мы замечаем то, что очень много денег также уходит именно на обеды, на перекусы. Поэтому всегда советуем людям носить с собой обед на работу с дома, да, потому что это очень экономно и, конечно, полезно, да, потому что мы не кушаем где попало, а просто домашнюю еду свою. Да. Что ж, Любовь, спасибо вам за отдельные советы этим утром, очень полезную информацию. Я думаю, нашим телезрителям будет интересно и посетить ваш кооператив за уроками накопления своих финансов. Ну а у нас небольшая рекламная пауза. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
Добро пожаловать в новый день. Вторник, 1 октября. Сегодня отмечается Международный день музыки и День пожилых людей, а также День вегетарианства. С самыми главными событиями нашей республики и за ее пределами нас далее ознакомят мои коллеги из информационной службы. В эфире новости, самые заметные события к началу этого дня. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Начнем с того, какие документы сегодня вступают в силу. Итак, сотрудникам федеральных бюджетных организаций, которые не попали в майские указы президента, с сегодняшнего дня поднимут зарплату на 4,3%. Банки тем временем будут брать новую комиссию с торгово-сервисных предприятий через систему быстрых платежей, включая оплату услуг медицинских и образовательных учреждений, оплату услуг ЖКХ, телекоммуникаций и так далее. Максимальный размер комиссии для них составляет 0,4% от суммы платежа. Для остальных 0,7%. Кредитные организации начнут оценивать степень закредитованности потенциального клиента. Будут применять показатель долговой нагрузки. Кроме того, увеличивается налог на пальмовое масло. Запрещены хостелы в жилых квартирах, и размер ущерба в Европротоколе при ДТП увеличен до 400 тысяч рублей. А через 2 недели, 14 октября, полностью завершается переход на цифровое телевидение. Оно будет подключено в 21 регионе, в том числе в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калужской областях. Вещание в прежнем режиме продолжат региональные телеканалы и каналы, не вошедшие в состав мультиплексов. На этой неделе работы по асфальтированию дорог в Якутске должны быть завершены. Такое поручение дорожникам дал первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников. В рамках очередного собрания оперативного штаба по вопросам реализации национального проекта «Безопасные дороги» он отметил, что сроки поджимают. В выходные ожидаются осадки в виде снега. А вот работы по благоустройству продолжатся и в октябре. Это установка уличного освещения, бордюров, лотков и перенос светофоров. Обещают до 4 числа по Янурянскому шоссе асфальтирование завершить. У Дориса еще есть улица Пилотов, там 400 метров асфальт еще не ложили. Переключение будут делать по электричеству в среду. Подготовят дорожное полотно, и там тоже будут асфальтировать. И улица Жарницкого, там небольшой участок, есть 20 метров, но он связан с тем, что необходимо установить светофор, перенести светофор. Городу поручено в течение 2 дней этот вопрос решить, и, соответственно, планируем, что к концу недели Жарницкого будет открыто. Региональное отделение Всесоюзного общества филателистов, коллекционеров марок отмечает 55-летие. Якутский союз входит в число 6 лучших союзов России. За последние 5 лет проведено более 30 выставок в столице Якутии. Наша съемочная группа встретилась с секретарем правления филателистов Якутии. Он владеет редкими раритетами, огромной коллекцией марок и почтовых конвертов. У меня очень большая экспозиция тематическая собаки марок мира. Значит, всего существует более 400 пород собак. И вот они практически все, вот эти породы собак, служебные и так далее, маленькие собаки, большие, они у меня есть на марках. Где-то порядка, я собрал 10 тысяч марок только с изображением собак. Также у меня присутствуют, значит, кошачьи. Большая хронология марок России и Советского Союза. Вот у меня коллекция конвертов занимает огромный большой книжный шкаф. Только одних конвертов. Представляете? Это какой огромный объем. Здесь дело упирается в объем. А хор филармонии Якутии удивил жителей столицы. В одном из торговых центров Якутска прошел флешмоб. Хористы исполнили русскую народную песню «Вдоль по Питерской» и грузинскую народную «Далури». Выступлением они напомнили о своем профессиональном празднике – Международном дне музыки. Также хор филармонии приглашает на большой концерт в Якутском музыкальном колледже при участии поющих коллективов. Концерт пройдет в рамках глобального проекта «Музыка для всех».
Я думаю, что, наверное, нет в жизни человека, который не любит музыку, потому что она включает разные жанры, и каждый человек все-таки себя, наверное, свою душу находит в определенном. Кто-то любит рок, кто-то любит классику, кто-то джаз любит. Все равно, наверное, найдется любой человек, который какое-то направление музыки любит. Из 100%, наверное, 99 точно поют. Неважно, как поют. В караоке очень много людей поет, да, душа просит и поет, и поэтому мы решили спеть, даже не сыграть, да, на каких-то инструментах, а именно спеть, чтобы как бы ближе быть к людям, ближе к народу и напомнить об этом замечательном празднике, который будет завтра. На этом у нас пока вся информация. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Спасибо коллегам. И у меня еще одна важная новость. 1 октября во всех территориальных органах Пенсионного фонда России в Якутии День открытых дверей состоится. Ко Дню пожилых отделение Пенсионного фонда по республике традиционно объявляет 1 октября Днем открытых дверей во всех своих территориальных органах. Для приема и консультаций клиентов приглашены учреждения и организации, партнеры фонда. Таким образом, представители старшего поколения будет предоставлена удобная возможность обратиться в этот день сразу по нескольким вопросам. И мы продолжаем. В сентябре этого года Генеральный комитет Международной кинологической федерации предварительно признал породу собак якутская лайка. Теперь лайки значатся под номером 365 в реестре, утвержденном Международным кинологическим сообществом. Сегодня в нашей студии владелец питомника якутских лаек — это Лена Сидорова, и председатель Республиканской ассоциации любителей собак Станислав Городилов. Доброе утро, уважаемые гости. Ну как долго вы шли к этому признанию, да? На самом деле порода якутская лайка, она очень древняя, старая, но о ней было известно еще с 17 века, но они не получали большое распространение. И где-то примерно 25 лет тому назад энтузиасты стали заниматься восстановлением, возрождением этой породы, ввезли собак с севера, с Колымы, Индигирки. И вот примерно с этого времени начался наш путь. Почти 20 лет было потрачено для того, чтобы мы дошли до того момента, когда Международная кинологическая федерация признала эту породу наравне с такими породами, как немецкая овчарка, колли и многие другие. Ну сколько на сегодня, да, насчитывают? Более 8 тысяч, более чем в 50 странах мира. Порода очень популярная сейчас становится. Вот буквально я только что был в Москве, большая крупная выставка интернациональная была, где впервые собака породы якутская лайка выиграла приз «Лучшая собака». Был вот тоже в Сочи, буквально в прошлые выходные в Владивостоке, тоже собаки этой породы получили призовые места. Ну а где все-таки большее количество лаек обитает? У нас за границей, это во Франции, да? А Во почему Франции очень много якутских лаек. Ну, там люди занимаются спортом, во-первых, ездовики. Во-вторых, там как бы все же зависит от людей на самом деле. Где есть хорошие энтузиасты, там и порода развивается. То же самое относится и вот к нам. А в России, ну, на сегодняшний день самое большое количество, конечно, в Якутии, в Новосибирске, как ни странно, в Сочи очень большое количество, в Москве, в Владивостоке, многих других регионах. А в год Российская кинологическая федерация проводит более 2500 мероприятий по России. Якутские лайки участвуют почти в 500 этих мероприятиях. То есть, как бы, интерес очень большой. Мы очень горды, что у нас это получилось, потому что, надо сказать, очень важный момент, что последний раз российская порода становилась признанной более 20 лет тому назад. Это было в Финляндии в 1998 году. Русский той был признан эта вот порода. И после этого ни одна российская порода не получала признания. А у нас есть достойные породы, которые могут становиться призерами на выставках. Они замечательные компаньоны, замечательные рабочие собаки. У них очень хорошее здоровье. И, в общем, все это говорит о том, что мы должны сохранять вот эту популяцию. Ну, о плюсах данной породы можно говорить бесконечно, да, помимо того, что она и умная,
И очень выносливая. выносливая. Да, то есть в данном случае как бы ее сформировала природа, наш климат, а в нашем климате и в нашей суровой природе слабых не бывает. Они очень сильные, выносливые, и это помогает нам, да, помогает им выживать и получать популярность во всем мире. Собаки очень контактные на самом деле. Вот чисто по характеру, если брать, то очень к людям хорошо относятся. Ну и поэтому их, правда, вот везде любят очень. В любой стране, вот куда ни возьми, люди берут еще. Мы даже сами удивляемся. Да. Вот в Бразилии, например, есть якутские лайки. Как они там выживают? Замечательно они там выживают, потому что они находят подход к этим людям, к любым людям, и, ну, климатических условий. На сегодня несколько разновидностей все-таки насчитывается лайки. В смысле? Ну, вообще, как бы, существует в международной классификации достаточно большое количество разнообразных видов собак, которые мы называем лайками. Их много. В каждой стране, в Корее, в Японии, в Китае даже есть свои лайки. В России это 4 разновидности лайки. Лайк — это русско-европейская, западно-сибирская, восточно-сибирская и якутская лайка. Надо сказать, что я вот хочу просто сказать, особо такой момент уделить, что восточно-сибирская лайка, которую мы очень хорошо знаем, в каждой деревне у многих она есть, это исконно тоже якутская порода, которая была выведена в результате народной селекции на территории Якутии. Даже в стандарте написано. И это уже порода признана. Она признана с 1989 года, еще в советское время была признана. Вот. Но, к сожалению, мы их редко видим на выставках. И я вот всех ваших телезрителей, у кого есть эти собаки, призываю показывать их и помогать нам восстанавливать популяцию в республике. Лен, ну мы не познакомились с вашей подружкой, да? Эта девочка, ей 2,5 месяца. Она вот совсем недавно родилась. Ее зовут Кирге. Значит, у нее супер-пупер титулованные родители. Так. Ну и сама она, наверное, будет не хуже, я так думаю. Вот. Вообще, этот помет был долгожданный. Вот, Она очень похожа на маму. Да. У мамы кличка Звезда. Да, потому что она, когда родилась, она вот сразу было понятно, что это будет девочка-звезда прямо. Ну и все. И мы ее оставили в питомнике. Мать. И теперь вот такая девочка родилась еще, но она уезжает. У нее будут хозяева. Куда она уезжает, интересно? Она уезжает в Германию. Германия, здорово. Да, она уезжает в Германию. Мы долго выбирали ей хозяина будущего, потому что очень много желающих было. И все, да? Лена, Станислав, огромное вам спасибо за интересную беседу этим утром. Поздравляем с хорошей новостью. Несомненно, да. Спасибо, у нас реклама. Добро пожаловать в новый день. Мы продолжаем наш эфир. 1 октября на календаре. Узнаем, что нам скажет сегодня погода. Прогноз погоды на канале НВК Саха. Итак, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила -1, -6 градусов. Днем ожидается до +11, +12. В Заречных утром 0, -5, днем +8, +10. В Южных 0, +2 утром, днем до +14, +15 градусов. А в Вилюйских +1, +5 градусов, днем до +8-9. В Нижнеленских 0, +1 градус, днем +2, +9. Днем, в Западных утром +1, +5. Днем до +3, +8, +13. В Колымо-Идигирских -4, +2 утром, днем 0, +4 градуса. В Янских -8, +1 утром, днем -2, +6. На северо-западе 0, +2 утром, днем до +3, +4 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила -1 градус. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 4,9 метров в секунду. А днем в городе Якутске ожидается +2, +4 градуса.
Как стало известно, в Якутии наиболее востребованы вакансии по рабочим специальностям. В июле текущего года утвержден план трудоустройства местных жителей в промышленные мероприятия. Подробности в материале Натальи Колесовой. В Якутии на борьбу с бедностью до 2024 года направят 137,5 миллиардов рублей. Власти намерены добиться снижения уровня бедности в 2 раза. Особое внимание будет уделено содействию занятости и самозанятости. С начала года в Центр занятости города Якутска в целях поиска подходящей работы обратилось более 6 тысяч человек. Как нам рассказала ведущий инспектор отдела анализа рынка труда и делопроизводства Центра занятости населения города Якутска Элина Заблоцкая, на сегодня наиболее востребованы вакансии по рабочим специальностям. На сегодня наиболее востребованы вакансии по рабочим специальностям. Это разнорабочий, водитель автомобиля, повар, рабочий по благоустройству населенных пунктов, уборщик производственных и служебных помещений, продавец-консультант, грузчик и так далее. По служащим специалист, менеджер, консультант, воспитатель, бухгалтер, инженер, инспектор и другие специальности. В Якутию в категорию бедного населения входят молодые люди от 20 до 29 лет, половина из которых не имеет профессионального образования, а также сельские семьи, имеющие 3 и более детей. В июле текущего года утвержден план трудоустройства местных жителей в промышленные предприятия. В рамках документа до 2024 года планируется трудоустроить более 27 тысяч человек. Есть традиция такая у артековских ребят. На пути людей встречая, всех приветствовать подряд. Всем добрый день, всем добрый день, всем добрый день. У-у-у! Доброе утро! В сентябре этого года в Международном детском центре «Артек» прошел всероссийский конкурс солистов детского хора России «Соло Артека», для участия в котором со всех уголков России съехалось более 500 детей. В состав региональной группы детского хора России от республики вошли 10 учащихся хоровых отделений музыкальных школ с вокальными данными. Сегодня одни из представителей как раз-таки в нашей студии вместе с Татьяной Павловой-Борисовой, руководителем региональной группы детского хора России от Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Татьяна Владимировна, ну что такое детский хор России, да? Каким образом там приняли участие наши ребята? Да, это такая, знаете, специальная хоровая команда, где в один хор собраны представители со всех субъектов России, свыше 80. И в течение года они собираются на ряд мероприятий. Это выступления на Красной площади, это выступления в лучших концертных залах, таких как Кремлевский дворец съездов, Мариинский театр, Большой театр. И, конечно, большая ответственность, которая лежит на тех детях, которые отобраны от республики специальной комиссии и рекомендованы для участия в детском хоре России. Этот хор существует под личным патронатом заместителя председателя правительства России Ольги Юрьевны Голодец. И с ним занимаются лучшие музыканты России из лучших филармоний и консерваторий. То есть с ребятами определенно занимались, да? Ведется работа, и перед тем, как выехать, во-первых, с ними ведется работа педагогами хоровых отделений. И потом, когда уже дается конкурсная программа, как в этот раз, то они специально летом, вместо того, чтобы отдыхать, они в июле-август готовили по перечню, которые конкурсных произведений, они готовили конкурсную программу. Выступили неплохо. То есть там не спрячешься, приезжаешь с ребенком, и в хоровую смену с ними с каждым работают по диапазону, по вокальным возможностям. И если, не дай бог, какие-то есть нарекания, замечания, то нам, руководителям, дают предписание поработать, улучшить или даже заменить ребенка, если есть такая необходимость. И в этом конкурсе у нас победил солист, там стал Валерий Кузаков, это мальчик из Якутска, он родился в Якутске, его родители из Алюкминского района. И нам очень приятно, что наш представитель будет в числе 19
детей из почти 500 вот зимой выступать солистом в Кремлевском дворце съездов. Это очень почетно и ответственно. Валера, да, он уже, кстати, заявил о себе, да, так достаточно громко на шоу Первого канала. Да, но дело в том, что нужно быть в составе региональной группы, чтобы попасть вот в этот конкурс. И он там в Москве не был в составе хоровой группы, он был солистом. И ему пришлось пройти отбор на уровне Якутии. Мы поддержали его, рекомендовали, и поэтому он уже будет представлять региональную группу детского хора России. Ну, сейчас он в Москве. В состав этой группы входят у нас дети из различных районов республики. Но вот в Якутске пока представлено 3 человека. То есть из 10 только вот детская школа искусств, они все занимаются на хоровом отделении. Класс преподавателя Светланы Гавриловны Антуевой. Она очень хороший, крепкий хоровик. Ну, а потом, когда уже начинается подготовка к мероприятиям конкурса, им нужно всем очень быстро выучить ту концертную программу, которую спускают буквально за месяц, а уметь быстро ориентироваться в нотах, нотном тексте, быть мобильными, дисциплинированным, потому что работа в большом коллективе, она требует именно сплоченности, чувства локтя, понимания музыкальной ситуации и весь набор музыкальных данных, не только голоса. Поэтому бывает, что дети приходят, потом видят, что им сложно, что иногда вот они не могут собраться. Бывает, у меня даже такие были случаи, что мы привозили детей, а у них был голосовой зажим, и они боялись выйти на сцену. Это все Артистизм, волнение, да? ну да, нужно уметь владеть собой. Я говорю, это такой набор качеств, который нужно подбирать детей, и чтобы сами родители понимали, насколько это ответственно, что они работают на всю страну, и то, что по нашим детям, которые отобраны, судят по всей республике об уровне ее музыкального развития. Потому что мы выходим буквально под прицел СМИ, под камеры. И, простите, даже дети, когда стоят в первом ряду, им сложно почесать носик, моргнуть, нужно работать на камеру. Да, поэтому это очень большая ответственность. Ну, они все молодцы. Вот все дети, которые входят в состав, это как олимпийская сборная. Да, вот как вот бывают же сборы там гимнастов, там хоккеистов, кого-то. Вот там позвонили, сказали, вот через месяц мы делаем сборы, вы должны приехать. Одно из последних мероприятий, это в июне, это были Ганзейские игры в Пскове. Тоже их собрали, выдали форму, они выступали. Вот в августе, получается, был вызов хоровая смена в Артеке. 21 день таких плотных репетиций, занятий. Еще раз говорю, что лучшие педагоги, хормейстеры со всей России съезжаются и работают с коллективом, делаются большие записи, все выкладывается в интернет. Поэтому это, конечно, очень хорошая, яркая работа. На всю жизнь эти впечатления остаются. И, к сожалению, детский возраст, он быстротечен. Уже как только у ребят начинается мутация, ломка голоса, или девочки взрослеют, уже 15 лет, даже в 14 они вынуждены покидать вот этот вот хор, о котором остаются самые лучшие впечатления. Вот мы как раз сейчас, наши телезрители могут наблюдать, да, как это все происходило, кадры с конкурса. Ребят, даже сейчас сидят, как во время выступления, так все серьезно, да, как вы сказали уже, и могут не почесать, не моргнуть. Хор, что да, вы хотите? молодцы. Ну, Он не был надо создан напрягаться так по сильно, принципу да? вот большого детского хора, который был в советское время. Вот помните, Сережа Парамонов, вот все лучшие песни исполнялись вот солистами вот этого большого детского хора. Ну, чем вам запомнился, да, хочется послушать, ребят, чем запомнился вам Артек, чем запомнился? Мне запомнился Артек, там было весело, увлекательно, познавательно. Там приехали дети со всей страны, с которыми мы подружились, и мы все еще общаемся. В социальных сетях Да, переписываетесь, да? Да, переписываемся, там чаты делаем. Конечно, наверное, очень много друзей, да? Да. Знакомств приобрели. Ну а насколько трудным был конкурс? Очень было ответственно выступать перед известными музыкантами страны и честь защищать республику. И нас даже похвалили. Похвалили, конечно. Ага. Ну, а чему научились, да? Но мы не только отдыхали, но мы еще и работали по несколько часов в день, чтобы подготовить большой и красивый концерт, да. И нашими учителями и дирижерами были известные музыканты со всей страны. А кого из известных музыкантов вы, может быть, увидели? Видели? Георгий встретили? Дмитриенко.
Кого? Геннадий Дмитряк. Это руководитель Российской филармонии. Мгм. Андрей Иванович, который с вами постоянно вот репетировал, да, на Костровой, хоровые репетиции. Да. Мгм. Ну, сейчас ребят нам еще порадуют, да, еще своими голосами порадуют нас этим утром. Песню девчонок-мальчишек о веселом ветре, о море. Пожалуйста. Так, ну что, давайте встаньте. Ага. Ну, как полагается, хору, да, Да, нужно стоя. петь стоя, Конечно. чтобы работала диафрагма. Раз, два. А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер. Моря и горы ты обшарил все на свете, и все на свете песенки слыхал. Спой на ветер про дикие горы, про глубокие тайны морей, про птичьи разговоры, про синие просторы, про смелых и больших людей. Браво, молодцы, ребята, желаю вам дальнейших успехов, стать вам большими, сильными людьми, имена которых мы обязательно услышим. Мы с вами прощаемся, увидимся завтра.